Ингушетия презентовала на Кавказском инвестиционном форуме проекты на 22,5 миллиарда рублей. Сегодня второй день. Напомню, форум проходит в Грозном. Нашу делегацию возглавляет Махмуд Али Калиматов. Программа насыщенная. Сегодня на форуме встречали премьер-министра России. Он первым делом посетил стенды регионов. Ингушский представил Махмуд Али Калиматов. Михаил Мишустин ознакомился с перспективными проектами развития региона. С главой республики обсудил ряд ключевых инициатив. Проекты получили поддержку правительства России. Премьер акцентировал внимание на рост инвестпривлекательности Ингушетии. У нас промышленность развилась, и в части того, что мы на IT-технологии, у нас IT-академия открыта, у нас уже идет набор. 13-го открыли акселератор. Не школа 21 там. 21. У нас до 500 человек будет выпускников каждый год теперь. И самое главное, 1,5 года мы будем уже технопарк уже планировать, будем строить. Поэтому если брать ситуацию, то те возможности есть. Но я хотел бы акцентировать, у нас вот, туризм, ну как бы основной у нас туризм. У нас, во-первых, уже есть здание. У нас он с 1934 года курорт сам по себе. Там Арзей. Он же Каринина дача. Еще тогда. Так вот, сейчас развитие идет. У нас на сегодняшний день инвестор, самое главное, вкладывает 5 миллиардов. А нам нужно вот остальные остающиеся действия. Поэтому просили бы вот эту ситуацию посмотреть. А в основном это рабочие места, во-первых, до 300 человек. И конкретно подсчитано 220 миллионов налогов. Вот. В целом хочу сказать, что поручение выполняем, стараемся. И очень здорово, что, кстати, индустрия тоже развивается, потому что, потихоньку, но то, что вы рассказывали, да-да-да, инвестор тоже идет, да? Вложил, это они бесплатно. И самое главное, обучение бесплатное, понимаете? И самое главное, назовите инвестора. Гуцериев Михаил Олегович, 1 300 000 вложил. Вот. И вот на сегодняшний день оно у нас идет, что для нас это очень важно. Потому что... Нет, надо, мне кажется, друзья, надо не стесняться говорить про людей, которые свои личные средства вкладывают в развитие наших республик, нашей страны. Это же так важно. А уже во второй половине дня состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО под председательством Михаила Мишустина. Премьер подчеркнул важность таких задач, как раскрытие экономического потенциала северокавказских регионов, формирование в каждом из них точек роста и условий для привлечения инвестиций, запуска собственных производств, создания новых рабочих мест. По указу президента этот форум будет теперь ежегодным, и абсолютно уверен, что станет такой хорошей площадкой для презентации возможностей макрорегиона, для выработки эффективных решений, которые помогут в полной мере раскрыть потенциал Кавказа. В ходе осмотра экспозиции, выставки, руководители субъектов Северного Кавказа представили очень много полезных инициатив, которые направлены на укрепление региональных экономик, на создание новых рабочих мест, на привлечение инвестиций, на рост реальных доходов населения, которое живет здесь, на Кавказе. И самое главное, мы говорили о достижениях новых ориентиров, которые были обозначены главой нашего государства в майском новом указе. Активно строятся школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения культуры и спорта, дороги. За это время в эксплуатацию введено свыше 800 таких объектов. Для отдельных территорий приняты комплексные планы развития. Они реализуются в Северной Осетии, в Дербенте, в городах-курортах региона, в Кавказских минеральных водах. Благодаря им именно стала доступнее современная социальная и транспортная инженерная инфраструктура, и ее создание там продолжится. На это в федеральном бюджете на следующий год предусмотрено свыше 9,5 миллиардов рублей. Помогаем и с модернизацией систем жилищно-коммунального хозяйства. В Дагестане, в Ингушетии, в Северной Осетии запустили пилотный проект в этом секторе, чтобы сбалансировать работу единых региональных операторов.
Вместе с тем, главная задача – раскрыть экономический потенциал субъектов Северного Кавказа, сформировать в каждом из них точки роста и условия для привлечения инвестиций, для запуска собственных производств, для создания новых рабочих мест. Уже есть неплохие результаты, хорошая динамика в промышленности, прежде всего в обработке, в сельском хозяйстве, по сбору плодов и ягод, зерновых и зернобобовых. Это все стало возможным благодаря слаженным действиям федеральных и региональных органов власти и институтов развития.